Экзамены кончатся скоро, последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни до последнего звонка. Обычно уже остается немного времени, и обычно самое приятное начинается после него, когда сдача экзаменов позади. Сегодня будущим выпускникам не позавидуешь. Это и подготовка к ГИА, к ЕГЭ, а параллельно с этим и выпускные хлопоты для родителей, особенно для мам. Май месяц очень суматошный. Подобрать наряд, прическу, выбрать подарки и место, где отпраздновать. Давайте попробуем разобраться в этом вместе. Возможно, наши рекомендации сэкономят ваше время и деньги. В эфире программа «Проспект Весна». Здравствуйте, мы начинаем. Пожалуй, любой выпускной начинается, конечно же, с наряда. Современные девушки очень практичны, чего и придерживается в своих работах наша гостья, модельер одежды Жанна Нестерева. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Ну, расскажите, что популярно у выпускниц в этом сезоне? Вообще, конечно, популярны пышные платья, но сейчас идет тенденция уже облегчению, да, общего минимализм, то есть меньше уменьшение декора, в то же время тенденция к нежности. Цвета? Да, пастельные оттенки, то есть не такие сильно кричащие, наверное, и холодные цвета. Давайте просмотрим варианты на наших прекрасных моделях. Вот, допустим, вот это платье, оно очень нежное. Его можно потом одеть не только на выпускной, но и, допустим, на свадьбы, то есть такие выходы, да? Вот, и здесь вот эта вот легкость придает ему очень, это такая тонкая нежная сетка, очень тонкий нежный материал. Или вот этот вот наряд нежно-персиковый, да, персиковый оттенок. Мне кажется, он очень оттеняет кожу, такую юность ему придает, да, свежесть. Вот, и цветы. Вот это вот тоже, кстати, сейчас тенденция такая вот, какой-то 3D, вот эти вот элементы в нарядах, то есть объемные. А также вот такой вот интересный наряд есть, вот этот вот, да, третий. Он 2 в 1, то есть девушка Давайте может... подойдем поближе. Девушка может одеть его дважды, то есть на торжественную часть длинном, потом снять эту юбку, то есть она съемная у нас. А давайте и покажем, уже, как. Да, и оно уже, ну тут, мне кажется, видно, и оно уже такой вот, можно уже потом на менее торжественную часть одеть его. Так, отлично. Платье 2 в 1, платье-трансформер. Да, платье-трансформер, то есть оно, мне кажется, очень будет... выгодно, и потом еще можно одевать оно. То есть, когда вот наряд чересчур вычурный, к примеру, вот как тот, да, оно красиво, имеет право быть, но немножко непрактично, конечно. Есть такой момент. Жанна, наверняка нашим выпускницам интересно будет, работаете ли вы по индивидуальным эскизам, либо это всегда ваше видение? Я вот немножко отошла от этого. Ну, таким иногда работаю только с моими постоянными клиентами. Да. То есть это такой бонус, можно сказать. А средняя цена на ваше платье какая? Примерно средняя цена 8 тысяч. Мне кажется, это, в принципе, такая... В принципе, нормально, да. да. А помните ли вы свой выпускной школьный и каким он был? Да, конечно, помню. У меня же, как у всех девушек, вообще всех выпускников, да, был единственный такой выпускной. И там я сама себе сшила наряд. Ну, мне кажется, это был незабываемый. Вот эти фотографии я иногда пересматриваю, когда вот редко, да, смотрю. Вот у меня было такое по той моде, можно сказать, еще платье. Ну, тогда уже вы занялись, да, творчеством, да, получается? Я уже, да, уже чуть-чуть. Ну что ж, дорогие выпускницы, я думаю, это здорово. Здорово, если вы закажете выпускное платье у модельера. А если вы не знаете, как и где провести необычное время с классом, отдохнуть, чтобы воспоминания грели душу, мы вам в этом поможем. Давайте посмотрим наш материал.
Усадьба Атласовых – место, где можно отдохнуть всей семьей, с друзьями, коллегами или просто уединиться. Здесь вы можете познакомиться с историей и культурой Якутии. Также вас ждут развлечения и вкуснейшая кухня. Наш комплекс всегда рад встретить вас. У нас в этом году открылся экопарк. Отсюда уходят всегда довольные, катаются с горочек. И совсем недавно, дня 3 назад, мы открыли лабиринт, логово кобры. У нас динозавр высотой 7 метров. Символ зимы, бык длиной 8,5 метров, по хребту высотой 6,5 метров. Один рог, длина это 6 метров. Там вы увидите фигуры изо льда, работа мастеров Марковых. Вы только посмотрите, стоит зайти в эти ворота и попадаешь в невероятное место. Место, где возвышаются деревья, чистейший воздух, каток, высокая горка с безопасным спуском. Тут даже есть гигантского размера динозавры, мамонты и другие животные. Не только детям, но и взрослым понравится это сказочное место – лабиринт, который сделан и продуман так, что выйти из него будет ой как сложно. Сокровищница усадьбы Атласовых – это ледник, который сделан в форме хранителя и символа зимы быка холода. Оказавшись внутри, вы попадаете в сказочное место, где под сказы старцев Олонхо увидите настоящее произведение искусства, полностью сделанные изо льда. Магическое место, где стираются границы реальности. Вдоволь наигравшись на свежем воздухе, вы можете согреться у камелька, получить алгыс и отужинать в одном из прекрасно оформленных залов. Вниманию гурманов шеф-повар ресторана Николай Атласов предлагает вам новое обновленное меню, где представлены блюда якутской, русской и европейской кухни. Например, это блюдо из 3 видов мяса приготовлено по технологии техасского BBQ. Говядина, свинина и курица томятся в техасском смокере около 8 часов, впитывая аромат березовых дров. Повара продумывают все до мелочей, поэтому огромное внимание уделяется не только уникальным и интересным рецептам, но и оформлению и подаче блюд. Для проведения значимых событий усадьба Атласовых – идеальное место. На ваш выбор 6 полностью оснащенных красиво оформленных залов. Подальше от городской суеты, на лоне природы, где чистейший воздух, витает аромат древесины, где можно услышать треск дров в самом настоящем камельке. Согласитесь, лучшего места действительно не найти. Дорогие гости, дети, мы всегда рады вам. Мы ждем вас. Усадьба Атласовых – это музей, это парк, ресторан, караоке, зона отдыха. Это самая настоящая баня, ледяное царство, словом, этнокомплекс, в котором можно отдохнуть и отлично провести время всей семьей. Мы советуем. Конечно же, для каждого выпускной остается как самое яркое событие в жизни. А без фотографа ни одно подобное мероприятие не обходится. Хочется, чтобы ни один миг на этом прекрасном праздновании не был упущен. Поскольку выпускные проходят примерно в одно время у всех, то необходимо заранее забронировать услуги фотографа. Сегодня в нашей студии Арсений. Здравствуйте, Арсений. Приветствую. Так за какое время необходимо забронировать вас? Да, забронировать вообще заранее надо, за 2, за месяц. А так вот на крайняк вообще не советую. Это вот вообще вот фотографы не любим такое дело. Когда все срочно. Да, когда все срочно. За срочность скупой платит дважды. Вот так. Так, отлично. Вот такое дело. Ага. В чем особенность фотографирования именно выпускных вечеров, в отличие от других мероприятий? В отличие от других мероприятий, это веселье. Веселье надо вот поддержать, и самим надо прийти веселым и настроенным всех расшевелить там, рассмеять и ловить моменты отличные. И делать техники все. Так, то есть обязательно хорошее настроение, да, хорошее чтобы все настроение. зарядились Да, все зарядились позитивом. Ага. Ну, это вот такое дело. Ага. А какой техникой вы пользуетесь? Вот что... Ну, на данное время я пользуюсь вот Canon. И у меня еще есть Nikon. Он на рабочем месте лежит, там работает, а я вот принес с собой тоже вот более-менее качественный свой аппарат. И вот этим пользуюсь. А так не могу сказать, что вот все вот фотки плохие. Можно сказать, вот все отличные, можно просто уметь пользоваться.
А как давно вы фотографируете? Фотографирую я вообще 2010 года, вот со студенческих времен начал это дело. И потом окончил. И тоже вот занимаюсь как хобби, как профессия, как вообще стиль жизни. Это меня это вдохновляет и вообще доставляет удовольствие. Здорово, вы нашли себя. Да, я нашел себя, я фотограф. Ага. Арсений, ну каждый в школе мечтает, да? У каждого есть мечта. Когда я поступлю, после поступления я обязательно стану кем-то, да? Школьные мечты стать кем-то. Вот они совпали ли у вас с тем, что сегодня вы имеете? Да, можно сказать, да. Я вот, сначала вот мечтал окончить высшее учебное заведение. Так я окончил и нашел свою работу, можно сказать. Познакомился с хорошими людьми, поработал по своей профессии инженер-геолог. Там тоже вот понадобится вот тоже вот хорошие фотографии, а потом вот и начал свой бизнес вот фотограф. Набирались опыта все это время, да? Да, набирались опыта, потом открыл свое дело. Но не могу вам не задать вопрос. Помните ли вы свой выпускной? Каким он был и когда? 2007 года это было. И весенняя вода нас заблокадировала. Как сказать? Весенняя вода пришла и... Паводок, да? Да, паводок. Все дороги вот уже не было, и в магазинах только стояла соль и мед. Ага. И после этого вот мы скинулись деньгами, выпускники, и заказали метеор. У нас река Алдан, и по реке Алдан приехала наша вот, выпускная, вот, как сказать, еда. И вот так весело мы вот проводили. Вот. Но это было не в Якутске, да? Да, не в Якутске. Это в Татинском Улусе, село Усть-Татта. Отлично вообще провели выпускной. Ну что ж, Арсений, пусть это воспоминание всегда греет вашу душу. Спасибо. Сейчас мы переключаемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет все самое интересное. Мы сегодня разговариваем о выпускных, так что оставайтесь с нами. Вы смотрите телепроект «Весна», и мы все вместе начинаем готовиться к выпускным. И сегодня в нашей студии гостят самые, что ни на есть, настоящие выпускники, пока еще учащиеся Якутской городской национальной гимназии. Ребят, в этом году заканчиваете 11 класс. Как идет подготовка к выпускному вечеру? Ну, пока мы думаем насчет только экзаменов. Так что по выпускном пока вообще нет. Так, пока еще и речи нет, да? Ага, ну, конечно, для начала нужно сдать экзамен. Когда первый экзамен? 31 мая у нас будет первый экзамен, это базовая математика. Так, насколько уже готовы? Ну, достаточно готовы. Ага. Ну, как у девушки, я бы хотела у тебя поинтересоваться, готов ли твой наряд? Все уже готово, и сейчас мне остается только готовиться к экзаменам. Ага. Так. У меня, да, я костюм уже купил, получается, все уже готово. Сейчас только идет ориентирование на экзамены. Вот оставшееся время чисто все на экзамены уходит, на учебу. Вот. Так, ребят, я думаю, следующая информация, которая пойдет в нашем материале, будет для вас интересна, потому что по окончанию школы вы не прощаетесь с тетрадями и с ручками. Где приобрести их, мы узнаем в нашем следующем материале. Давайте посмотрим. Я с вами не прощаюсь. Буквально через несколько мгновений мы встретимся с вами снова. С наступлением весны близятся и выпускные. Обеспечить выпускников качественными канцтоварами и подарками – задача весьма актуальная. Огромный выбор подарков и атрибутики для выпускников предлагает нам компания «Азбука». Компания «Азбука» успешно развивается на рынке Республики Саха-Якутия с 2006 года. На сегодняшний день структурная сеть компании насчитывает 7 магазинов в городе Якутске и отдельный офис-склад.
Высокие позиции не только свидетельствуют о положительной динамике развития компании «Азбука», как одной из ведущих компаний на территории Республики Саха-Якутия. Основной принцип работы – стать ближе к каждому клиенту за счет создания наиболее комфортных условий. Привлекательные цены, индивидуальный подход, гибкая система скидок. Спешите приобрести в магазинах компании «Азбука» все для выпускников детских садов и школ. Ленты, глобусы, дипломы, колокольчики, открытки и наборы первоклассников. А при коллективной заявке мы дарим вам скидку в 20%. У нас в наличии как готовые наборы для первоклассников, а также мы формируем подарки по желанию клиентов. У нас вы можете приобрести лицензионные канцелярские товары из серии «Пони», «Человек-паук», «Тачки», «Время приключений» и многие другие. Компания «Азбука» дорожит каждым своим клиентом, поэтому всегда ориентируется на долгосрочные отношения и отзывчиво относится к встречным предложениям. Компания ценит постоянных клиентов, поэтому поощряет их выбор гибкой системой скидок, которая действует и для оптовых, и для розничных покупателей. За 10 лет работы компания «Азбука» не только освоила несколько направлений продаж, но и получила опыт удержания прочных позиций на рынке даже при сложных экономических обстоятельствах. В основе концепции развития компании «Азбука» лежат высокие стандарты качества, крепкие связи с партнерами и внимание к новым идеям. Компания «Азбука» работает для успеха и процветания жителей Якутии. Мы ждем вас во всех наших магазинах. Если мы начинали наш выпускной вечер с выбора наряда, то завершающим этапом, пожалуй, остается прическа и макияж. Сегодня в нашей студии Галина Семенова, визажист, парикмахер. Здравствуй, Галя. Здравствуйте. Так каким же должен быть макияж современной выпускницы? Что сегодня актуально? Самое главное, чтобы выпускница умела подобрать свой образ правильно. Может быть, то, что она переложит что-то, не доложит что-то, это уже испортит как бы весь образ. Чего делать категорически не стоит? Вот чего бы ты не рекомендовала? Эксперименты такие яркие, да, с образом, это всегда сложно. То есть и человеку достаточно как-то подчеркнуть все свои достатки и скрыть недостатки. Так, что мы видим на нашей Карине сегодня? Сегодня мы ей сделали очень такой свежий макияж, так как у нас девушка более такая весенне-осеннего типа, чтобы были яркие краски, очень даже хорошо подчеркивают глаза. То есть мы уходим уже весной от всяких монотонных и темных теней. Даже если это темные тени, они должны быть разбавлены ярко. Что касаемо прически? Прическу мы подбираем уже по форме лица и по форме головы все-таки. Так как мы и с помощью макияжа это все дело корректируем, тут важную роль тоже прическа имеет. В данном случае у нас у модели, да, лишний объем сверху, он вообще и не нужен в принципе. И мы его добавили по бокам. Более легкий и романтичный образ. Галя, помнишь ли ты свой выпускной? Наверняка ты себя красила сама, нет? Ну, выпускной свой, да, очень хорошо помню. Мы гуляли сначала по городу, в школе,
И также на Ленских столбах. Это было очень так привлекательно. Это в первый и, кстати, в последний раз я там была тогда. Ага. Вот очень такой актуальный вопрос, да? Сейчас легче пойти на мастер-класс вот к многочисленным визажистам, научиться и накрасить себя самому, либо же посмотреть видео, их достаточно много в интернете по тому, как самим научиться краситься. Вот что бы ты порекомендовала? Тут, конечно, двояко, потому что получается то, что видео, у каждого человека своя форма лица, свои какие-то недостатки, он их скрывает. А чтобы именно вам это все дело подходило, это, конечно, лучше уже с человеком отработать. Что ж, спасибо, Галина, за такие практичные рекомендации. Надеемся, что наши советы вам обязательно помогут сделать выпускной вечер самым незабываемым. Праздник, который случается раз в жизни. Дорогие выпускники, вы заслужили этот вечер своим 10-летним, а то и некоторые 11-летним учебным процессом. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите стать участником нашей программы, мы ждем ваши заявки на наш номер, который вы сейчас видите на этом столбе. Ну а пусть сейчас все мы закружимся в школьном медленном вальсе. Мы представляем вам Никиту и Нину, которые погрузят нас многих в воспоминания школьных лет. There's a lot to unfold in the dark. There's a lot we don't show. Your love leaves me cold. Your love leaves me cold. What am I doing here? Is it something I've done? If it's time for confession, bring out the nuns. There's a lot I don't know. I forgot